Имена увековечены, истории не забудутся. В Буздякском районе выпустили энциклопедию об уникальных людях и событиях. Это стало возможно благодаря государственной программе укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан. Обсудим тему подробно прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Гульфия Габдрафикова, заместитель главы администрации Буздякского района. Гульфия Ринатовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько экземпляров энциклопедии, как шла работа, вы принимали активное участие в ее создании, да, с чего вы начинали? Да, действительно, принимала активное участие. Но история началась очень интересно, когда, значит, учреждение науки «Башкирская энциклопедия» вышло с предложением, будет ли наш участвовать в реализации данной государственной программы, вот, о которой вы сейчас сказали. И, соответственно, в рамках этой программы нам предложено было издать свою энциклопедию. Но предложение было заманчивым, но я понимала, что за этим предложением стоит огромная, кропотливая работа. Во-первых, работа с населением, сбор информации о всех учреждениях, организациях, о людях. Может, чего-то нет, где-то что-то не найдем. Я понимала, что работа предстоит большая, трудоемкая. Но, несмотря на это, согласилась, потому что я понимала, что это будет брендовым продуктом нашего района, такой гостевой, наверное, такой книгой, визитной книгой нашей, и поэтому мы согласились, и в январе 2020 года, значит, коллектив «Башкирская энциклопедия» пригласили нас на заседание оргкомитета, озадачили, в каком направлении будем работать, какие направления будут в этой энциклопедии. Приехав в район, создали рабочую группу. В рабочую группу вошли, соответственно, люди, которые долгие годы трудились в отраслях сельского хозяйства, культуры, образования и так далее, простые жители. И, соответственно, начали работу. Был предложен словник. По словнику, значит, мы собирали информацию согласно вот алфавиту. Мы благодарны, конечно, вот сотрудникам Башкирской энциклопедии, которые с нами активно работали, держали нас постоянно в тонусе. Тем более начало работы пришлось буквально в январе мы начали работу, а в марте уже началась пандемия. Очень трудно было работать, но несмотря на это мы выдержали. Информация началась, во-первых, значит, собирали материалы из архива, в ЗАГС обратились. Благо есть у нас краеведческий музей, где очень много материала, много было альбомов. Все перелопатили. Соответственно, согласно словнику отрабатывали. Многих материалов, многих организаций не было ни в архиве, ни в ЗАГСе не смогли найти материалы, ни в музее. Соответственно, обращались уже к людям, которые, например, долгие годы проработали в организации, но в архив почему-то материалы не были сданы. И, соответственно, по цепочке находили людей, выходили на связь с родственниками и так далее. Есть вот такие случаи интересные. Вот, например, просто человек ушел с работы, а на работе собирал в папочку газетные такие вырезки о людях, которые проработали в организации, каких-то там событиях. И, соответственно, вот эти папки они нам несли. Мы все это вот, значит, обрабатывали и направляли информацию сотрудников Башкирской энциклопедии, потому что кураторами всего этого являлись они. Но работа была очень трудная, я же вам говорю. А были вот такие даже случаи, вот, например, о человеке информации. Вроде и вот есть такой человек, да, а вот когда он умер, а где найти эту информацию? И вот мы выходили просто на простых жителей, находили активных таких вот ветеранов труда, особенно вот они очень, ну, патриоты же они, патриоты своей родины. Вот они вынуждены были, например, сходить на кладбище, посмотреть даты жизни этого человека. Они все это собирали, фотографировали нам и все это перенаправляли. Ну, вот очень много было таких людей, помогающих вот в этом вопросе. Гульфия Ринатовна, вот 1480 статей написано, свыше 1000 иллюстраций включено в эту энциклопедию Буздякского района. Всего это издание 579 страниц. Но по-моему, если не ошибаюсь, порядка 900 библиографических статей там, да? Вот да. Кто эти люди? Чьи истории, чьи жизни теперь отражены вот в этом уникальном издании? Это люди, которые сыграли, вот, наверное, такую роль в каждой ступени истории развития нашего района. Это государственные деятели, это общественные деятели, политические деятели. Давайте назовем несколько имен. Ну, если можно сказать, вот на сегодняшний день мы работаем над увековечиванием имени государственного общественного деятеля Муллаяна Халикова.
он стоял, значит, во главе национального движения. И третий год уже проводим на базе района. Возродили мы научно-практическую конференцию, вот, халиковские чтения. Очень гордимся нашим героем Мулаяном Халиковым, потому что он был именно первым в группе, вернее, в решении вопроса, когда, значит, Башкирия стала автономной. И в этом году же, в октябре, мы установим уже бюст в районе Мулаяну Халикову. То есть движение в этом направлении есть. Это человек, которым мы на сегодняшний день гордимся. Есть, значит, очень известные люди в системе здравоохранения. Я, например, работала над сбором материалов. Я к своему стыду хочу сказать, что я плохо знаю историю Буздякского района. Но эта работа мне помогла, значит, узнать и открыть очень много интересных имен. И не только вам. Теперь еще те, кто будут читать. Да, действительно. И например, даже могу сказать, мои сотрудники забегают и говорят: Гульфия, а у вас книга-то есть? Я говорю, она пока только у меня. Посмотрите. Даже интересный случай был, я уж отвлекусь от вашего вопроса. Значит, нашей сотруднице нужно было, значит, идти в суд, и там стал вопрос, значит, раньше был райком комсомола, потом уже администрация района. А эти даты, когда это происходило? У вас, говорит, энциклопедия есть, дайте посмотреть. У меня буквально через 10 минут начинается процесс. Я открываю, все, 2 предложения, она с таким удовольствием побежала, все нормально, спасибо. То есть эта книга даже в таких мелочах, она будет помогать каждому человеку нашего района. Я насчет здравоохранения хотела сказать. Я открыла, значит, имя хирурга Байтерякова, например. Он, оказывается, был очень известным хирургом. Он, значит, первым в республике сделал в 1935 году операцию на сердце. Затем уже были такие операции головной мозг, спинной мозг и так далее. Это было имя для меня, например, ново. Имя Кудашева, очень известного хирурга. Потом могу сказать, значит, «По долинам, по взгорьям» песню ведь знаете? Автор Парфенов, село Никольское, Буздякский район. Представляете, сколько имен? И даже, что интересно, в процессе работы выяснилось, был такой основоположник русского футуризма Давид Бурлюк. Соответственно, значит, это были 1917-18 годы, он жил на территории Башкирии. И, соответственно, родственники жены проживали у нас, в нашем Буздяке, в старом Буздяке. И он эти почти около 200 картин написал именно в нашем Буздякском районе. Мы такой даже факт раскрыли. То есть пейзажи, портреты, это все позировало наше население, получается. Около 200 картин благодаря Буздякскому району, значит, нарисовал. Увидел мир. Да, увидел мир. Да. Гульфия Ринатовна, скажите, пожалуйста, каким образом будет энциклопедия дальше распространяться? Да, стоит ли ожидать, что они появятся в школах Буздякского района, и в целом по республике, ведь это действительно очень важная и нужная работа. Вы правы, действительно, прежде всего мы распространим эту энциклопедию, раздадим, вернее, образовательным учреждениям. Уже ведется эта работа, со вчерашнего дня она началась, учреждениям культуры, библиотеки в первую очередь получат в большом количестве. Распределены они по всем организациям, как по государственным, так и муниципальным учреждениям. Соответственно, уже получили активные жители, которые помогали нам в сборе материала к данной энциклопедии, и почетные граждане, наши земляки, выходцы из нашего района, которые очень известны и за пределами республики. Всем им будет, значит, вручена эта энциклопедия. Как ожидаете, какой эффект будет от того, что книга вышла, да, и на долгие годы? Во-первых, уже эффект очень такой потрясающий. Уже все спрашивают, где можно купить эту энциклопедию. Она на продажу. На продажу она не выставляется, как я вам сказала. Она будет роздана в учреждения. Прежде всего в образовательной. Ведь для кого она сделана? Для нашего молодого поколения, чтобы знали своих героев, знали историю своего района, смогли рассказать своим детям, внукам и так далее. И, как вы уже вначале сказали, это увековечивание имени всех людей, которые создавали, развивали наш Буздякский район. И еще эффект в чем? Во-первых, я уже повторяюсь, это вообще бренд. Если раньше Буздякский район, это был бренд Буздякский консервный завод.
Я считаю уже сейчас брендовый продукт – это наша Буздякская энциклопедия. Это самое, наверное, как сказать, изумительное создание, которое мы сейчас вот получили на сегодняшний день. Для меня это я вот только рада, что вот эта книга есть. Она, во-первых, в моей работе очень помогает. Нам приходится очень много мероприятий проводить, приглашать земляков и, соответственно, знать, что о них надо. А вот мы их имена увековечили. То есть уже на любом мероприятии нам будет очень легко отрабатывать любые вопросы. Спасибо вам большое. Поздравляем вас с изданием такой важной книги. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» была Гульфия Габдрафикова, заместитель главы администрации Буздякского района. Мы говорили о том, что вышел в свет энциклопедия о муниципалитете. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.